МТС «Маяк Читагар», адвокат Антонов Феликс Александровичка. Спасибо. Так как я являюсь юристом, хочу немного остановиться на этом законе. Есть такой федеральный закон, называется об образовании. Он много раз относился изменений его, и в данное время тоже хотят внести некоторые изменения. Вообще данный закон образования, с одной стороны, вроде бы дает региональным властям, то есть республикам, принимаются и законы региональные, которые в области преподавания и обучения государственных языков республики. Но с другой стороны, полностью ограничивает это право ФГОС. ФГОС что это такое? ФГОС это федеральный государственный образовательный стандарт. Стандарт. Федеральный закон говорит, что республиканский закон должен соответствовать этому ФГОСу. То есть, если Ильтюмен примет региональный республиканский закон о образовании, например, о национальных школах или о родном языке, если он не будет соответствовать этому ФГОСу, то получается, что этот республиканский закон легко отменить, например, ФГОС подачи административного иска. И теперь хотят еще добавить дополнительные барьеры к этому в виде добровольности и заявительного характера. То есть, если, например, родитель не заявит об этом, о том, чтобы его ребенка учили на определенном языке, ну, то есть на родном, на якутском, например, то, конечно, этот язык не будет обучаться. Но если даже родитель при этом подал заявление, но ребенок не хочет добровольно учить родной язык, то, получается, тоже нельзя обучать на родном языке. То есть, получается, барьер на барьере. При этом наши эти законотворцы, депутаты Госдумы, почему-то забыли о Конституции Российской Федерации. Что нам говорит Конституция? Согласно статье 68 Конституции Российской Федерации, республики вправе устанавливать свои государственные языки в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждений республика не управляется наряду с государственным языком Российской Федерации, то есть русским языком. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. А также у нас имеется Конституция Республики Саха-Якутия. Согласно статье 46 Конституции нашей, государственными языками Республики Саха-Якутия являются язык Саха и русский язык. То есть изучение родного языка нам гарантирована Конституция Российской Федерации, а также Конституция Республики Саха-Якутия. Поэтому никакой принцип ФГОС не должен был мешать. Но по этому закону все исключительно упирается в этот ФГОС. А как принимать этот ФГОС? Я вам объясню. ФГОС, он выдвигается Министерством образования и науки, проводится экспертиза и в конце подписывается одним человеком, то есть министром образования и науки. Принцип, получается, один человек может изменить судьбу всех народов, проживающих на Российской Федерации, одним своим брусом. Но Российская Федерация у нас славится как многонациональная страна. На территории нашей страны проживает 190 народов. Вот почему вопрос о языках Российской Федерации – это вопрос конституционного значения. Поэтому, признавая языки народов, населяющих Российскую Федерацию, национальным достоянием государства, Российская Федерация на конституционном уровне закрепила право всех народов на сохранение собственных языков и, соответственно, право получать основное образование на родном языке. И все-таки федеральные законы в любом случае должны соответствовать нашей Конституции Российской Федерации. Поэтому призываю депутатов Ильтюмена и Госдумы все-таки выразить свое несогласие к этому законопроекту. У меня все.